В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Кровинкова. Здравствуйте. Итоги всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства в республике подведут после обработки всех данных, так как сам сбор голосов на платформе госуслуги завершился. Реализацию проектов координирует Управление архитектуры и градостроительства при главе республики и Центр компетенции по развитию территории «Лето». Что дальше, когда жителям ждать реализации, об этом мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Евгения Никитина, главный специалист отдела архитектурно-строительного проектирования Управления архитектуры и градостроительства при главе республики. Евгения Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, голосование завершено. Как я сказала, сколько голосов мы набрали по итогам верификации голосов Министерства строительства России? По итогу голосования мы набрали 98 873 голоса. После проверки у нас количество голосов не поменялось. Это означает то, что у Минстроя России не было сомнений о том, что голоса были собраны некачественно, которым можно было их удалить. А какие проекты участвовали в голосовании и победили? В данный момент в муниципальном образовании пока что подводятся итоги голосования, но из 81 объектов благоустройства, которые были выставлены на голосование, побеждают около 35 проектов и территорий в том числе. Итоги у нас полностью подведутся уже к 2 июля, и каждый житель сможет спокойно ознакомиться, какие именно проекты выиграли в этом голосовании. Допустим, у муниципалитетов они чаще всего выставляют на голосование 2 территории, и из этих 2 территорий побеждает 1. Исключение будет у города Якутска. Они выставили 9 общественных территорий, определяют победителей только 2 территории. А есть примеры какие-то проектов? Примеры есть. Есть очень хороший проект «Экопарк Чинеке», это в селе Чинеке, Вилюйский район. Есть парк в село Мегино-Алдан, это Тампонский район. Есть хороший проект мини-парк наследия в селе Ерт, это Горный район. И у Якутска тоже, у них всех 9 общественных территорий, они все имеют проекты. Это тоже, наверное, парки, да? Да, это тоже парки, небольшие скверы, набережные, там иные какие-то общественные территории, как Собачье счастье, например. Еще раз повторим, когда победители уже объявят? 2 июля уже будет просто все на сайте голосования уже вывешено. Евгения Петровна, а что дальше, когда жителям ждать самой реализации? Уже победители объявили, а потом что? Дальше мы в конце июля объявим уже 2-й этап нашего конкурсного отбора проектов благоустройства общественных территорий. Там, получается, муниципальное образование направляет конкурсную заявку той территории, которая выиграла в голосовании. После окончания приема заявок мы будем оценивать каждый проект и формировать к ним баллы. На основе этих баллов и различных критериев будет распределяться средства, которые будут выделены уже в 2027 году для их благоустройства. А почему важно было включиться в само голосование? И как оно проходило, через какие платформы? Голосование – это действительно хорошая возможность для каждого жителя нашей страны, нашего региона, каждого села вложить свой вклад в его развитие. Голосование показывает именно тот приоритет среди жителей, которые они хотят, какая действительно территория требует благоустройства. Если же ранее муниципальное образование на формирование комфортно-городской среды подавали заявки без прохождения голосования, то сейчас мы его сделали обязательным, потому что мы хотим узнать, какие именно территории действительно требуют благоустройства, именно жители, чего именно хотят. Само голосование у нас проходило в формате онлайн. Можно было оставить свой голос напрямую на платформе за город-среда госуслуги.ру, либо можно было проголосовать с помощью волонтеров голосования. У каждого населенного пункта они свои.
Они, получается, выбирали какой-то один вариант или фотографии прикрепляли? Или... Да, там получается, когда человек заходит, допустим, на сайт, он смотрит в выпадающем списке все муниципальные образования, которые участвуют в голосовании, выбирает там, ну, либо свое, откуда, ну, где жил, там, где рос, либо может выбрать в том числе город Якутск, открывает и там смотрит на сайте, какие территории участвуют, с каждой территорией ознакомливается, читает про нее информацию, смотрит на дизайн проекта, если он есть, и если ему понравился, то он оставляет голос свой. Здорово. А вот можно ли уже сказать, что жители стали активнее, да, как-то влиять на то, как меняется в целом наш город, ну, республика? Да, можно, потому что если посмотреть на статистику голосования, когда его перевели полностью в формате онлайн, когда Минстрой России уже разработал платформу для его, где можно будет проголосовать, это было с 2021 года. В 2021 году всего в республике проголосовало около чуть больше 50 тысяч людей. Сейчас же мы уже набираем около 1000 голосов, то есть у нас как бы выросло в 2 раза. Ну, самый рекордсмен, это у нас год был 2024, там проголосовало больше 120 тысяч людей. Это вот по республике. По республике. Евгения Петровна, а какой проект, на ваш взгляд, особенно запомнился, да? Ну, мне из всех лично запомнились несколько. Некоторые из них я уже как бы озвучивала. Это, допустим, экопарк в селе Ченеке Вилюйского района, в селе Мегина-Алдан Тампонского района. Очень хороший парк тоже там проводит у них национальный вот праздник Исах. Плюс ко всему вот тоже в селе Ерт сквер наследия, тоже очень хорошая территория такая небольшая, с различными элементами, малыми архитектурными формами, то, что представлено было в дизайн-проекте. И в Мирном тоже, в городе Мирном, хорошие проекты были выставлены. И, насколько я знаю, там вроде бы у них сейчас победил проект благоустройства территории около храма их. Там. А как эти территории отбирались в списке в целом? В целом, когда мы начали только объявлять голосование, то, что принимаем сбор предложений, мы не обращали сильно внимания. У нас просто есть список критериев. Если муниципальное образование этим критериям отвечает, то мы его допускаем к самому голосованию. И уже в начале самом, когда мы объявляли эти предложения, у нас там было, чтобы был обязательный протокол общественной комиссии муниципального образования, где они предварительный вот перечень территорий дают. И потом вот эти же все территории выставляются на само голосование. Вот. Голосование вот проводится ежегодно, да, по программе формирования комфортной городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Да. Программа стала настоящим, так сказать, драйвером изменений в наших городах, селах. Да. Вот поделитесь итогами реализации программы вот именно на сегодня и какие проекты выделяют архитекторы и ставят в пример, может быть. Программа формирования комфортной городской среды с 2025 года вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И у нас уже за 2025 год по Якутии благоустроено около 46 общественных территорий, начиная от маленьких сел и заканчивая там большими городами, как Якутск, к примеру. Из всех наиболее территорий, которые очень хорошо выделяют не только в Якутии, да, а по России в целом, это, естественно, набережная «Поющие пески». Их проект этой набережной она выиграла в всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Это еще в 2023 году. И получила федеральный грант. Около 150 миллионов рублей из федерального бюджета. Сам проект, он разделен, так сказать, на несколько функциональных зон и рассказывает историю появления города Вилюйска, как он основывался казаками, как интегрировалась вот эта казачья культура, наша якутская культура. И вот это все было отражено в проекте. И вот набережная сейчас достаточно популярная стала среди местных жителей, ну и плюс ко всему гости тоже туда заходят, и ее отмечают, именно проект, на федеральных премиях. Вот буквально недавно
разработчики, это архитектурное бюро ГРД, объявили то, что их набережная проект выиграл федеральную премию Урбан. Стали победителями. Что бы вы сами хотели сказать жителям, которые своим голосом уже поддержали проекты благоустройства? Я хотела бы сказать, конечно же, большое спасибо и выражаю свою благодарность, то, что вы так активно участвуете, принимаете, отдаете свой голос, переживаете за свое будущее, да, за будущее своих детей и так далее, то, что вам не равнодушно то, как ваш населенный пункт будет выглядеть. И это очень хорошо. И самое главное, мы вот сейчас стараемся, чтобы наше муниципальное образование, кто получает средства, благоустраивает территорию в рамках формирования комфортной городской среды, обязательно хорошо освещали о том, что вот у нас в нашем поселении идет благоустройство в такой-то вот программе, благодаря вам, то, что вы участвовали в голосовании. И плюс ко всему очень важно, когда муниципальное образование, помимо того, что людей привлекает не только в рамках проведения всероссийского голосования, но и во время самой реализации проекта. То есть это же, как сказать, общественный контроль идет, чтобы по итогу мы смогли получить действительно качественно благоустроенную территорию. Евгения Петровна, и напоследок давайте напомним нашим телезрителям, где ознакомиться с итогами и когда. С итогами вы можете ознакомиться на федеральной платформе за город среда госуслуги.ру. Нужно будет просто выбрать местоположение Республика Саха-Якутия, и там уже выйдут все наши муниципальные образования, которые участвовали в голосовании, и их итоги. И 2 июля уже можете смотреть. Да. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Действительно было интересно. Вам спасибо. До Это свидания. была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.